Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто за вами следит, кто за вами наблюдает. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ого. Ну да, в принципе, у нас отсыпочка общая, поэтому очень много тут разных людей повыходило. Но, мои хорошие, будьте внимательны, чужого на себя не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Ну что, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Здесь образ мужчины. Мужчина, который оплакивает свою потерю. Я так понимаю, что потерял он вас. Вас потерял. Тут либо бывший, либо мужчина, который так и не решился к вам подойти, не решился вам предложить серьезные отношения, может быть, испугался отношений. Да? Вы для него как потеря идете. Потерял. Была в моих руках, была в моих объятиях, и вот я ее потерял. Он за вами сейчас пристально наблюдает. Знаете, как момент, что ли, какой-то выжидает, либо ему хочется, может быть, даже что-то для вас сделать. Вот он думает, вот будет у нее какая-то ситуация, я приду, ее спасу, и все, да, и я так смогу вернуться в ее жизнь. Оплакивает и наблюдает за вами. Наблюдать он может как лично, ну вот приходить, поджидать вас, может расспрашивать у других людей о вас. И также мужчина может вести, ну, допустим, там, слежку, кого-то наняв, да, за деньги, например, чтобы за вами подслеживали. Но он в курсе ваших событий, он очень многое знает и о вас, и о вашей жизни. Вы для него как потеря, да, он вас потерял, в свое время потерял. Пусть это так и остается, потому что мужчина, он странный. Он странный, вот он очень странный. Если бы он хотел, он бы уже 100 раз вернулся. Его все время что-то останавливает, либо он все время чего-то боится. Зачем он такой? Явно с ним что-то не так. Он не выпускает вас из поля своего зрения. Ну вот как привык, что ли, либо живет тем, что он за вами следит. Единственный интерес жизни — это за вами следить, подслеживать. Так, чуть ниже у вас две женщины. Две женщины, они как-то вами впечатляются. Возможно, вы очень красиво одеваетесь, красиво и стильно. Да, у вас свой стиль. Вы человек, который сам себе стилист, например. Вы, может быть, всего добились сами. Вот, они на вас смотрят, они вами впечатляются, вы для них как кумир, да, либо пример для подражания. Женщины по возрасту моложе, чем вы, но им до вас далеко. Как бы они за вами не следили, как бы они там вам не подражали, у них все равно так не получается, как у вас. Они то восхваляют вас, то как-то осуждают, может быть, да. Тут как и люблю, и ненавижу идет. Ну, странные, конечно, дамочки. Вы с ними не общаетесь, возможно, знакомы, но так, поверхностно знакомы. Вот, постоянно вас вот с головы до ног обсматривают, а потом это все обсуждают. Вот в чем вы были одеты, как вы себя вели, с кем вы разговаривали, там, что вы там в сумке несли. Ну, почем зря болтают две какие-то глупышки. С правой стороны за вами наблюдает кто-то из ваших близких. Человек очень сильно за вас переживает, что вы много и тяжело работаете, переживает, что вы, может быть, что-то тяжелое, да, делаете, либо вы себя не бережете. И вот человек за вами так одним глазом наблюдает постоянно, в случае чего, то есть я прибегу, я помогу, я подстрахую. Ну, либо отсчитаю, да, зачем ты такую тяжелую работу делаешь, либо зачем ты там не по сезону оделась.
Может быть, там, знаете, человек там может приходить вас встречать, например, с работы, если вы поздно возвращаетесь. Здесь как любовь, здесь как желание вас окружить и заботой, и помочь, и уберечь. Ну, любовь, да, человек вас любит. Это кто-то из ваших близких, кто-то из ваших родственников, либо даже у кого-то отыграются друзья, да, подруга, друг. Так, чуть дальше у вас образ человека строгого, но справедливого. Человек, кстати, к вам очень строг. Ну, либо, может быть, ко всем строг. Человек, который видит ваш потенциал, но при этом человека бесит, либо раздражает то, что вы свой потенциал не раскрываете, то, что вы не амбициозные, то, что вы, ну, грубо говоря, довольствуетесь малым. Опять же, это на взгляд этого человека. Вот. Ему очень хочется, либо ей очень хочется, чтобы вы вот прям блеснули своими сильными качествами, своим талантом, своими способностями. И человек вот ждет этого момента, пока вы начнете действовать, либо ваш талант начнет пробуждаться. Вот эта критика, эта грубость, которую вы иногда чувствуете, либо слышите от этого человека, это скорее как мотивация, как побуждение, что ну давай, докажи мне, докажи, что ты можешь. Да, вот в таком ключе человек действует. Вам кажется, что этот человек вас не любит, на самом деле наоборот. И любит, и ценит, и восхищается, но не может вам простить, что вы настолько неамбициозны. Так, еще я вижу у вас мужчину. Я так понимаю, что это ваш мужчина. Ну, если вы в паре, в браке, либо сейчас общаетесь с каким-то мужчиной, он за вами наблюдает с целью вас как защитить от других мужчин. Он такой думает, ну вот если к ней кто подойдет, вот сразу и получит от меня. Не то чтобы он ревнует, скорее он как собственник идет. Собственник, да, вот это моя женщина. Я никому не отдам, никому. Только попробуйте подойти. У кого-то из девочек так и отыграется, что вы с кем-то поговорили, с каким-то мужчиной поговорили, там, случайно, да, спросил, сколько время. Либо там коллега, да, вышли там, может быть, на перекур, поговорили с коллегой. Потом ваш этот бойфренд, либо муж подходит к этому мужчине и говорит, так, это моя, да, не лезь, отойди. Ну, за вашей спиной он это делает. Боится, что вы на какого-то другого мужчину западете, либо соблазнитесь другим мужчиной. Он говорит, я этого не переживу, не-не-не. Я не смогу это принять, я не смогу с этим смириться. Так, еще глаз у вас выходит. Глаз, кстати, светлый. Светлоглазый человек за вами следит. Следит, потому что вы нравитесь, потому что вы симпатичная, потому что вы позитивная, потому что человек вам радуется, светлым глазом на вас смотрит. Здесь могут быть и родственники, здесь могут быть и соседи, и коллеги могут быть. Знаете, вы как солнечный лучик, да, вы появляетесь, и сразу вот и день светлее становится. Нравитесь, вы симпатичны этому человеку. Это может быть и женщина, и мужчина. Но здесь чувства, они платонического характера. Да, и следят за вами вот, с целью впечатлиться, с целью поднять себе настроение, с целью что-то прекрасное увидеть. Да, с такой целью. С левой стороны образ мужчины большого и сильного. И, кстати, мужчина, возможно, гораздо старше, чем вы. Мужчина не свободный однозначно, у него большой и длинный хвост. Но мужчина, который очень сильно вам симпатизирует, либо даже мужчина в вас влюблен. Здесь у него к вам очень страстное желание. То есть вы ему безумно нравитесь именно как женщина. Это плотское желание. Желание, которое невозможно удовлетворить. Да, либо вы никогда на это не пойдете, не согласитесь. Это может быть начальник на работе, опять же, по соседству кто-то, в общем кругу друзей может быть какой-то человек. Не свободный, однозначно не свободный. Он на вас смотрит, как кошка на сметану. Очень похотливый взгляд у него все время. Но он себе лишнего не позволяет. Он, когда вас видит, он старается вас там максимально рассмотреть, да, максимально вас запомнить, а потом по ночам, либо в уединении он вас вспоминает, там всякие там штуки нехорошие, неприличные. Да. Может быть, они для него и хорошие, но они явно неприличные. Он все это там в голове себе проигрывает, как он там с вами, где он там с вами. Ой, в общем, я уже покраснела, давайте закроем эту тему. Похотливый мужичок, вот так назовем его. Вы от него, наверное, что-то чувствуете, потому что вижу, что вы от него отворачиваетесь.
Ну, либо его недолюбливаете, вот как какой-то негативчик. Ну, не то чтобы негативчик, а похоть, да, скорее всего, вы считываете похоть, и поскольку вы женщина очень приличная, вы такая, фу-фу, не-не-не, вам он не нравится, однозначно не нравится. Так, еще, скорее всего, на работе. На работе, либо в профессиональной сфере за вами могут следить. Не просто следить, а как присматриваться к вам. Возможно, это какой-то новый потенциальный клиент. Возможно, это человек, который ищет коллаборации. Может быть, как объединение, объединиться с вами хочет. Если мы говорим о работе, то, скорее всего, кто-то из начальников соседних отделов, либо, в принципе, там самый главный директор, да, ищет своих людей, нормальных, адекватных, способных выполнять поставленные задачи. Вы на хорошем счету. И к вам с профессиональной точки зрения вот прям присматриваются. Присматриваются перед тем, например, как что-то предложить, повышение предложить, опять же, коллаборацию, сотрудничество, там, заказ какой-то очень хороший разместить. Ну вот профессиональная точка, да, зрения. Под этим углом вас рассматривают. И то, что люди видят, им нравится. Нравится. И человек с каждым новым днем убеждается, что вы лучшая. Так, за кем-то мама следит. Вы меня извините, но, по-моему, это мама. Мама либо бабушка. Опять же, да, чтобы вас никто не обидел, чтобы вы там ошибок не наделали. А здесь не просто следит, мне даже кажется, что как-то вот молится, в храм ходит, чтобы у вас все получилось, чтобы личная жизнь наладилась, чтобы не было никаких проблем, чтобы со здоровьем у вас все было хорошо, да, чтобы там денежка к вам приходила. Но вот в этом плане, в плане помочь, в плане подстраховать, в плане заступиться за вас. Ну, мама, да, она же любит, либо бабушка любит, да, хочет помочь. Очень мило, но вы, скорее всего, будете против, если об этом узнаете. Ну, вы же уже не маленький ребенок, правильно, да? А вот для своей мамы вы навсегда останетесь малышкой. Ну, тем более для бабушки. Но вас очень сильно любят и ценят. Так, девочки, не для всех, а для кого-то персонально. Здесь мне показывают ушлого мужчину, который ревнует очень сильно и, скорее всего, лазит в ваших вещах. Ну, например, когда вы не видите, может ковыряться в вашем телефоне, либо залазить в ваши социальные сети, вашу почту проверять, там, смотреть, с кем вы там общаетесь, где вы общаетесь. В сумку может залезть. Вот когда вы не видите. Он очень сильно ревнует, и у него прям крышу сносит. Здесь вам бы к психологу обратиться, потому что мужчина, он как на неправильные рельсы стал и набирает скорость в этом. Может быть, он вам ничего не говорит, а может быть и говорит. Просто это будет усугубляться. Если ничего не делать, если это не остановить сейчас, дальше будет больше. Здесь даже не просто предсказание, здесь как предупреждение, что обрати внимание, мужчина на почве ревности может просто сойти с ума и себя не контролировать. Вот имей это в виду. Как лазит в ваших вещах. Ну, либо не провоцируйте, ну, либо ведите, пусть его полечат. Здесь прям уже какая-то острая необходимость образовывается. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.